Добрый вечер. Что ж, природа живет по своим законам. На календаре 13 марта, по старому стилю, последний день зимы. В 1998 году телеканал «Эфир» выстреливает новым проектом – прогнозом погоды. Первые ведущие прогнозов – блондинки Наталья Веселова и Светлана Шканова. До этого вела на «Эфире» программу «Здравствуйте». А также финалистка конкурса «Мисс Реклама-97» брюнетка Марина Парфенова. Однако пару лет спустя стандарт девушка модельной внешности в короткой юбке в прогнозе погоды стал повсеместным. И тогда «Эфир» занялся поисками нестандартных ведущих. Это у нас очень хороший сосед. Очень любим. Надо каждый номер обмывать. А камера где? Которая вот это будет? Константин Николаевич. Здравствуй, Вера Александровна. Как вы живете, родная? Так на экране появились преподаватель факультета журналистики Казанского университета Константин Куранов. Его легендарная борода и не менее легендарная фраза «Знай наших» давно стали брендом телеканала «Эфир». Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь. А это первое появление в кадре Анастасии. Впрочем, тогда она была еще не Анастасией, а концертмейстером Айсулу Закировой, которая пришла на кастинг в программу «Утро» за компанию с сестрой. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. После полугода упорной работы над образом и родилась сегодняшняя Анастасия. Парочка Куранов-Анастасия до сих пор остаются самыми востребованными и узнаваемыми экранными образами Казани. Их охотно приглашают сниматься в рекламе и выступать на корпоративах. И вот уже готовятся выйти на сцену штатные синоптики телекомпании «Эфир». Анастасия и Константин Куранов. Как я люблю эту женщину. Да, и со мной согласится, наверное, практически каждый. Да, есть на что посмотреть, так сказать. Да.